Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о спартакиаде трудовых коллективов. Она проводится по инициативе Федерации профсоюзов совместно с правительством республики и Министерством спорта. Ее суть не в рекордах, а в сплочении коллективов, популяризации здорового образа жизни. О важности масштабного события мы сегодня и поведем наш диалог. Гость студии Николай Дегтярев, председатель Федерации профсоюзов республики. Николай Николаевич, здравствуйте. Добрый день. С 4 по 7 июня у нас пройдет 5-я спартакиада трудовых коллективов. Расскажите, пожалуйста, что это за событие, кто его организует, почему оно так важно для профсоюзного движения, для спортивных коллективов нашей республики. Еще раз добрый день. Ну, как вы уже отметили, мы каждые 4 года ранее проводили данную спартакиаду. Конечно, и в советское время проводились, но в последующие мы в этом году проводим 5-ю спартакиаду. Юбилейный. Да, ну, маленький юбилей. Последняя у нас проходила в 2019-м, потом вышло распоряжение главы республики о упорядочении проведения крупных спортивных мероприятий, ну, чтобы не совпадало и с играми народов, и с манчары. Поэтому нам попал этот год. Этот год для нас знаменательный. Спартакиада будет посвящена 105-летию профсоюзного движения Якутии. Но, как и ранее говорил, на самом-то деле профсоюзы у нас еще в 1917 году были созданы. А общее объединение после гражданской войны у нас губернский совет был проведен в 1921 году. Поэтому мы отмечаем 105-летие. И также эта спартакиада посвящена 130-летию выдающему политическому, общественному деятелю, одному из наших руководителей нашей республики, Илье Игоревичу Винокурову. Конечно, это личность такая знаменитая, был за Веней, хочу сказать. Он был руководителем нашей республики в годы войны. Были трагические моменты, и благодаря его действиям были спасены многие жизни. Также после прямого обращения к Сталину с оборонфонда поступили, ну, знаете, это голодное время, и были спасены очень много жизней. Ну и многое связано с ним. Поэтому мы по представлению администрации Намского улуса сразу согласились, чтобы и эта дата была отмечена. Николай Николаевич, смотрите, за 7 лет, пока спартакиада стояла на такой паузе, я думаю, что спортивные трудовые коллективы соскучились и в этом году в большом объеме заявились на соревнования. Вот сколько же команд, участников ожидают? Ну, на самом-то деле соревнования прекращались. Большинство наших отраслевых профсоюзов проводили свои спартакиады. Ну и в последующем мы уже в 2023 году, в год труда, начали проводить соревнования на Кубок труда. У нас каждые 2 года проходит спартакиада, всероссийская спартакиада трудящихся России. Поэтому, чтобы отбирать туда сборную, мы уже последние годы постоянно в них участвуем. Так что это мы ежегодно проводится Кубок труда. Но там система другая, там участвуют именно конкретно трудовые коллективы. В этом году, да, у нас будут участвовать 18 отраслевых профсоюзов. Ничего себе. Я хочу сказать, что отборочные у нас 3 этапа проходило, отборочные уже прошли. По нашим подсчетам, это более 20 тысяч человек. Это один из самых массовых спортивных мероприятий. И вот 4 по 7 мы проводим финальные соревнования. Где-то у нас только спортсменов будет более 1300. И плюс еще, как вы знаете, участников достаточно будет много. Это и волонтеры, и организаторы, и тренера. Но где-то мы, по нашим расчетам, в среднем будут участвовать около 1500 человек. Ну, внушительная делегация. И соревнования пройдут по 11 видам спорта. Это те виды спорта, которые включены в Всероссийскую спартакиаду. Это игровые такие волейбол,
баскетбол 3×3. У нас в этом году не мини-футбол, а 8×8 футбол будет. Это серьезные заявки. плавание, пулевая стрельба, настольный теннис, перетягивание каната. И у нас один из таких, вот этих, который мы всегда поддерживаем, это соревнования спортивных семей. Так что по 11 видам они пройдут во всех самых крупных спортивных объектах нашей столицы, начиная со стадиона Туймады, полтинника, о котором мы говорим, да, в центре Мадон, Чолбон, это плавательный бассейн, ну, во всех крупных наших, и шахматно-шашечным, также и шахматы пройдут у нас. Николай Николаевич, одной из главных задач спартакиады, насколько я понимаю, является пропаганда занятий спортом, здорового образа жизни в трудовых коллективах. Как можно сегодня оценить уровень физподготовки наших трудящихся? Можно ли и удается в целом? Ну, мы по поручению президента полностью подключаемся к тому, чтобы достичь массового занятия физической культурой и спортом 70% населения. Но, как сейчас статистика говорит, около 60%. На самом-то деле для нас важно не высокие достижения, как я и сказал, это массовое занятие физкультурой, чтобы был здоровый образ жизни. Ну и когда человек физически здоров, то и производительность труда намного выше. Поэтому мы пропагандируем проведение производственных гимнастик. Вот в этом году совместно с Минздравом очень так плотно проработали скоро, наверное, во всех будут ролики производственной гимнастики. Это пропагандируем. Ну и, конечно, поддерживаем сдачи нормативов ГТО. По нашей инициативе вот как раз и был объявлен единый день сдачи норматива скоро, который пройдет на следующей неделе. И, конечно же, вот в этом году мы добились, чтобы не просто соревнования, а раньше, к сожалению, почему-то это не было придерживано по присуждению спортивных разрядов. Ничего себе. Да, в этом году это полностью будет обеспечено. То есть, получается, уже выходят такие полупрофессиональные спортсмены? Нет, ни в коем случае. Для нас, прежде всего, это труд, труд и спорт рядом идут, как у нас говорят. Если говорить о том, кто будет оценивать и кто будет судить... Да, я выражаю большую благодарность Министерству спорта нашей республики, Управлению по физической культуре и массовому спорту. Будут судить 150 судей, квалифицированных судей. И у нас, как я уже сказал, как раз и они будут присуждать. И в этом году я также благодарю все спортивные федерации, которые также примут участие по 11 видам. Они будут участвовать, отдельно будут выставлять свои номинации по отдельным видам спорта. Ну и, конечно же, выражаю большую благодарность Министерству по молодежной политике, Центру «Патриот», который предоставит нам волонтеров. Более 50 волонтеров будут участвовать, потому что все-таки это будет крупный праздник. У нас спартакиада, открытие спартакиады пройдет 4 июня 19:00 в стадионе Туймада. Пользуясь случаем, всех приглашаю, но это не будет не просто открытие спартакиады. Мы с Минспортом предполагаем это проведение фестиваля вообще, праздника спорта. Здесь будут открыты почти все спортивные федерации республики, будут принимать участие, поэтому приглашаю всех и семей с детьми, главное, чтобы и детей привлечь. Там будут отдельные программы. Ну и всех приглашаю зарегистрироваться на портале «Сила России», есть такой портал. И эти мероприятия, вот как раз спартакиада наша включена в всероссийскую программу, да, марафон, спортивный марафон. И кто будет зарегистрирован, будут разыграны также призы. Да. Николай Николаевич, а я так понимаю, судить и выдавать номинации будут как в личном, так и в командном зачете, правильно? У нас вообще изначально только победителям мы ставим призовой фонд Федерации профсоюзов, 300 тысяч победителей. Да? И первый, второй, третий. У нас по 2
будет по двум группам, потому что у нас есть большие профсоюзы, а эти меньше. До 5000, где членов профсоюза до 5000 есть, и свыше 5000. Поэтому вот 6 призовых будет. Ну и постараемся, сейчас отрабатываем с нашими партнерами, спонсорами, чтобы привлечь средства. Я выражаю, ну, все понимают, что бюджетом сложно, поэтому фактически эта спартакиада проходит за счет внебюджетных средств. Мы привлекаем спонсоров, конечно, и наши средства, ну и участники тоже будут вносить свои взносы. Николай Николаевич, давайте немножко поговорим еще о медицинском обеспечении на полях и на местах соревнований. Кто будет следить за порядком? Ну, конечно же, это уже отработано с Министерством внутренних дел. Привлечены будут частные охранные службы. Ну и, конечно же, всегда при крупных спортивных предприятиях выделяется Министерство здравоохранения, отдельно врачи. Ну, конечно, доступ, страхование, все это спортсмены будет. Но вот во всех вот этих наших проводимых объектах спортивных будет дежурство. Медицинское дежурство, это 17 врачей будет. Делегации большие, причем как у спортсменов, так и у персонала, который будет работать вместе с ними. В заключение давайте, Николай Николаевич, что-то пожелаем и участникам, и болельщикам, и тем, кто будет просто наблюдать на спортивных объектах за таким масштабным спортивным событием. Ну, еще раз, пользуясь случаем, всех приглашаю. Это один из крупных мероприятий, спортивных мероприятий этого года. Ну, там после пройдет спартакиада по адаптивным видам спорта джулур. Вот 4 открытие будет подано в прямом эфире. Я благодарю НВК «Саха», всегда нас поддерживает. Ну и, конечно же, спортивные мероприятия будут освещаться, но не прямую. Вот только вот у нас открытие будет 4-го, как я уже сказал, в стадионе Туймада, 19:00, а закрытие пройдет 7-го на площади Дружбы. Так что всех приглашаю. Ну и, конечно, занимайтесь спортом. И буквально вот на следующей неделе, это единый день сдачи норматива ГТО, тоже туда приглашаем. Ну и, пользуясь случаем, всех поздравляю с наступлением нашего календарного лета. Ну, а мне, в свою очередь, остается пожелать спортсменам удачи. Победит, безусловно, сильнейший. Николай Николаевич, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо. Вы смотрели «Актуальное интервью». До встречи.